Очень приятно видеть много знакомых лиц. Очень приятно видеть лиц радостных, позитивных. И очень много гостей. Это очень приятно. Это говорит о том, что в течение этих 40 лет коллектив преподавателей, в целом художественно-графический факультет работал не зря. Если сделать краткий такой вот взгляд, нужно сказать, что в историю нужно сказать о том, что художественно-графический факультет выпустил не только учителей для общеобразовательных школ, почти все художественные школы республики наши, многие в Российской Федерации тоже заняты нашими выпускниками. Наши выпускники работают в различных сферах культуры, образования, искусства. Среди наших выпускников более 60 членов Союза художников Российской Федерации и Союза дизайнеров Российской Федерации. Среди них очень много уже, можно так сказать, заслуженных художников Республики Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Мне выпала честь сегодня от имени ректора приветствовать уважаемых вас, гостей, коллег, с таким для университета важным и торжественным событием, как 40-летие художественно-графического факультета. Это один из ведущих и старейших факультетов нашего университета. И вот Александр Александрович говорил о том, в какие сферы проникли выпускники факультета, и мы ими гордимся. Союз художников, дизайнеров – это замечательные люди творческие, которые реализуют свой потенциал на радость, на благо всех нам. И эти результаты как раз таки и свидетельствуют о том, что факультет развивается динамично и в правильном направлении. Как говорил персонаж в фильме «Кавказская пленница», с точки зрения ректората это наша и кузница, и житница. С одной стороны это кузница кадров, с другой стороны мы постоянно обращаемся с какими-то просьбами к авторитетным нашим коллегам по разным вопросам. Буквально один пример приведу. Студентка кафедры госпожи Плотниковой по моей просьбе разработала дизайн кабинета административного. И вы знаете, я-то, честно говоря, внутри себя ожидал, что это будет какой-то, может быть, где-то тривиальный подход к пониманию административного кабинета. Однако... Немножко сегодня премьер актершей, потому что столько внимания, столько добрых слов и таких улыбок я давно не получала. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы есть. Это во-первых. Во-вторых, действительно, как сказал Александр Александрович, хотя мне и как женщине очень это не совсем приятно, но я хочу сказать, что действительно я такая старая, я с первого дня работаю здесь, работала. И второй год уже не работаю, к сожалению, время идет на факультете. Но я всегда держу руку на пульсе и слежу за тем, что там делается. Я вас всех очень люблю преподавателей, замечательных, преданных своему делу. Я знаю, как они работают, я знаю своих учеников, не знаю, как другие преподаватели. Я на них и топала, и кричала, и требовала, но они меня почему-то любят. И это тоже приятно, это тоже заслуга всех наших преподавателей. Долго не буду говорить, потому что я знаю, что такое стояние на ногах, говорящих еще будет достаточно. Поздравляю наш факультет, поздравляю, 40 лет, это очень немало. Если иметь в виду историю нашей страны, то это немало. Мы пережили с вами разные эпохи. Мы по-разному реагировали, но мы шли из этого победителями, потому что мы с вами не утратили оптимизма. Оптимизм. Байрат Валерьевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Александрович, преподаватели, выпускники, студенты этого факультета, позвольте мне от имени нашего коллектива, от имени Министерства культуры поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать всего хорошего. С нашим факультетом наш центр работает уже много лет, а именно галерея народного искусства «Урал». Мы проводим много различных творческих проектов, выставок и многое другое. Элементарно вот праздник Войлока Тамга,
Курама Турис, Лакутна Шитье, это все проекты, которые вот мы совместно с вами придумали, воплотили в жизнь, проводим сейчас. И помимо этого много еще полно других интересных проектов, поэтому я считаю, что на этом нам, наверное, нельзя останавливаться, а идти вперед и придумывать что-то новое, что-то интересное. Поэтому желаю вам, всем, кто относится к этому факультету неравнодушно, я всем желаю всего хорошего и здоровья, успехов творческих в жизни, всего хорошего. И вот эти вот слова, наверное, Следующее слово я хочу представить председателю нашего союза художников Республики Башкортостан Александровичу Фазылову, тоже, кстати, нашему выпускнику. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Я от имени Союза художников России поздравляю коллектив преподавателей, студентов и выпускников с Днем художественно-графического факультета. За прошедшее время сделано очень много. Многие члены Союза художников являются выпускниками художественно-графического факультета. На сегодняшний день художественно-графический факультет представляет собой мобильный творческий коллектив преподавателей, которые сами являются известными художниками и искусствоведами, участниками многих выставок и авторами научных изданий. Мы ценим ваш вклад в развитие изобразительного искусства и дело воспитания, художественно-эстетического воспитания населения. Я от имени Союза художников России хочу вручить диплом за успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России. Диплом награждается Маталин Талгат Хасанович. Диплом награждается Николай Гидар Давидович. Диплом награждается Абдуль Рамин Раисович. Диплом награждается Масенко Александр Иванович. Александр Иванович. Александр Иванович, далеко не уходите, сейчас вам поступать надо будет. Так, диплом награждается Закутский Григорий Александрович. Диплом награждается Гильман Гильдар Рашидович. Так, диплом награждается Нигматуллин Руслан Равильевич. Диплом награждается Хасанова Леонора Венеровна. Спасибо за внимание. Александр Иванович, вам слово. Одному из ветеранов, прекрасному художнику. Большое спасибо, друзья мои. Всех поздравляю с такой солидной уже годовщиной. Сразу хочу сказать, что не торопитесь. За нами, за ветеранами, дома гораздо скучнее, чем на работе. Но, тем не менее, все, как говорится,
радостно. Кругом улучшается. Институт, когда 30-40 лет появился, было гораздо все беднее, труднее, я бы сказал, примитивнее, а сейчас просто храм. Коллектив тоже молодеет. Нас, ветеранов, уже теперь потихоньку подталкивают, потихоньку не дают нам уже развернуться. Но мы дома тоже теперь. Короче говоря, искусство кому-то надо вести на своих местах. Пусть даже иногда не очень благодарны с точки зрения бытовых вопросов, но кому-то надо нести. Если еще искусство наше сократится, побледнеет, тогда, я не знаю, останутся одни причины. В общем, успехов. Поддержать нас придется всем. Вот эти эстетические, вот эти красоты, вот эту гуманность нашего бытия. Спасибо. Слово для поздравления представляется Смогилову Митрофану Рахмановичу, директору художественного музея Кирова. Дорогие друзья, коллеги, можно сказать, сегодня, оглядываясь и вспоминая прошедшие эти 40 лет, как вчера вспоминается, как мы открывали Академию искусств, так же, как через год открывался факультет худграф, и мы ходили к ним, смотрели, чем они занимаются, и они к нам постоянно заглядывали, какие проходили просмотры. И мы, Академия искусств и худграф, они, я бы сказал, как в одно время и росли. И на удивление, я, можно сказать, и в горечи, и с радостью говорю, вот такие выставки наши выпускники Академии искусств почему-то не могут делать или не умеют, или факультет, руководство не такое. А вот худграф, я сказал, вот скажу, что приятно можно выделить. В этом отношении они молодцы. Любой юбилей они умеют показать на самом деле, что они есть и существуют. Не просто как в классах сидят. И эта культура несут в массы. А как приятно посмотреть, обойти выставку и увидеть, какие педагоги и какие дипломники. Вот я вижу педагогов Академии искусств, которые именно выпускники худграфа. Разве плохие выпускники? Также наши выпускники, мои однокурсники, это я вижу Николая Ивановича и также Ихаль, наши выпускники, педагоги Академии. Мы руководствуемся так, где нас сердце пишет. И не просто так, через педагогов, а тоже время художник и как когда надо просить помощь, трудные минуты, когда испытываются друзья. Вот Талгат Хасанович и студенты при первом же зове приходят и помогают. Помогали. Надеюсь, и когда будем отдавать, так и будет. Культуры, с учредителями искусства культуры. Я хочу следующее слово предоставить Файзуллиной Элеоноре Шамилевне, ведущему научному сотруднику городского округа Уфа. Дорогие друзья, сегодня в нашем городе, в нашей республике огромный
красивый, состоявшийся праздник. И 40 лет – это ведь возраст такой зрелости, и мы можем подводить итоги. Состоялся объект, факультет, человек. Безусловно, какой бы район, даже не только республики, но и страны, может быть, страны это немножко преувеличение, но обязательно встречаешь выпускников художественно-графического факультета. И он не бывает одинок. Вокруг этого выпускника, нашего выпускника, обязательно кучкуется какая-то группа либо одаренных детишек, либо ищущих творческих людей. Но вместе с тем, как говорится, все познается в сравнении. Поэтому в вузах, во всех вузах, разные факультеты. Да? Как вот явление культуры – это живой организм, и так же, как люди, так же, как страны, так же, как города, факультеты бывают разные. Факультеты бывают очень умные, очень работоспособные, не очень, одаренные, дряхлеющие, стареющие, вечно молодые. Не будем называть, какие факультеты уже дряхлеют. Но вот художественно-графический факультет, и об этом сегодняшняя выставка, действительно, я поддерживаю коллег, вечно молодой. Потому что такие картины, которые создают коллеги, мои дорогие коллеги по параллельному факультету, это, конечно, доказательство молодости души. Ну, юбилей, может быть, не родного, но двоюродного факультета всегда воспоминания, это всегда ностальжи. Поэтому я тоже не могла не вспомнить, как я познакомилась с преподавателями, с коллегами много-много десятилетий назад, потому что филологический факультет, на котором я работала лаборантом, он уже существовал энное количество лет. Так вот эта вот ложка, это возраста факультета. И делали его Калинушкин и Ковешкин. Я после какого-то партийного собрания мы спустились к ним в мастерскую. Мастерская была маленькая, скромная, но там были такие изделия, что я, видимо, так хвалила, что они на моих глазах, ручка была красивая, с выжигами. И после этого мне столько ложек дарили с ажурными ручками. Там написано, как по-татарски, каша, будка, что-то такое, будка оша, или там приятного, что только там не писалось. Но вот эта ложка служит мне, она у меня вот на кухне 40 лет стоит, и ей конца нет. Ну, еще такой приятный факт, тоже очень ностальгический, очень дорогой и родной. Ведь 15 лет назад, когда факультету было немножко меньше, мы с Талгатом Хасановичем вот так вот поговорили, а назвала этот секрет. Обязательно очень хорошо ребята активно работают. Я думаю, известно не только у нас в республике, но и в Совете. В частности, они на сегодняшний день присутствуют у нас здесь. Вот я думаю, что об этом даже можно громко сказать. Это представители компании Paradox Works, компания ЦЕР, ну и остальные тоже ребята. Ну, что хочешь сказать? Я думаю, что Крах, продолжит славные традиции. Поэтому хочу сказать просто спасибо нашим педагогам. Давайте. Факультет полнокровно живет благодаря общению с другими факультетами, с другими подразделениями нашего университета. Вот в этой связи я хочу представить профессору, директору института Саитову Раиде. Дорогие друзья, я немножко вас встряхну. Когда меня попросили сказать пару слов, я как критик прошелся по залу и решил придраться к живописи. Ну вот, туманное утро, там просто утро, такие яркие картины. Когда я их увидел, значит, такие вещи я никогда не видел, хотя очень многие экспозиции всех стран мира, московские, ленинградские музеи, выставки и
смотрел. Значит, когда-то я пытался с помощью фотоаппарата получить такое же самое, но, похоже, такое нельзя получить с помощью техники. Вам, конечно, немножко не повезло, я, во-первых, татарин, пока не потрогаю, не поверю. Во-вторых, я технарь. Для меня болт — это тоже искусство. Вот то, что я увидел здесь, меня очень сильно поразило. Я такого никогда не видел, можете поверить. И я желаю вашему факультету процветать, всем художникам Башкирии, желаю успехов, и чтобы ваши картины, ваши работы радовали глаза наших соотечественников и России. Спасибо. Заместитель директора исторического института Манаров Марат Арсланович может немного осветить с исторической точки зрения. Исторической точки зрения. Дорогие коллеги, дорогие друзья, я с удовольствием говорю друзья, потому что уже много лет дружу со многими преподавателями, даже выпускниками художественно-графического факультета. Позвольте мне от имени самого себя, от имени нашего Института исторического правообразования поздравить своих товарищей с их замечательным юбилеем, тем более, что каких-то полгода тому назад мы точно такой же 40-летний юбилей отпраздновали. То, что эти 40 лет прошли не зря, сегодня говорили, еще будут говорить, и не только здесь, и в других местах. И это прекрасно показывает выставка, которую сегодня с удовольствием, я которую с удовольствием сегодня изучил всю. Но я хотел сказать как историк. Я сегодня поймал себя на мысли о том, что я на работы, выставленные здесь, смотрю каким-то особым взглядом, не только как любитель живописи или графики, но как историк. В историках, видимо, свой взгляд. И почему? Вам, дорогие друзья, дана возможность, дана удивительная способность фиксировать время. О нашем сегодняшнем дне наши потомки будут судить не только по тем текстам, которые мы как историки напишем, но и по тому, как вы зафиксируете наше время в своих работах. И вы фиксируете не только физическое состояние нашего мира, в своих пейзажах, в своих портретах, вы фиксируете его духовное состояние. Вы показываете в своих работах, о чем думают люди сегодня, как они себя чувствуют. И вы составляете тот иллюстративный ряд, благодаря которому сегодняшнее останется в истории, и благодаря вам оно останется в истории. Поэтому позвольте вам пожелать, чтобы у вас никогда не иссякало желание творить, чтобы у вас всегда была возможность творить. И у меня к вам всего одно просьба. Творите. Я думаю, что они обязательно хотят что-то сказать. Елена Николаевна. Дорогие коллеги, дорогие выпускники, хотелось бы верить, что собрались мы не в последний раз в стенах какого-то выставочного зала. Всем спасибо, что приехали, что не забываете наш родной факультет. Всех с праздником! Спасибо. Я постараюсь перекричать зал. Давайте. Дорогие гости, мы сами сегодня у себя дома гости. Сегодня прекрасный день солнечный, и этот зал такой светлый. Он так и до вас был очень хорош, благодаря этим прекрасным работам, которые повешены. Но когда вы появились в этом зале, он заиграл в живописных рефлексах и стал очень такой живой, красивый, как будто какой-то летний пейзаж. Я хочу сказать следующее.
следующее, что я думаю, и, наверное, все вы меня поддержите, что тот вуз, где есть худграф, он очень счастливый. Потому что я считаю, что худграф является душой учебного заведения. Почему я сегодня так считаю, я вам скажу. Где-то 30 лет тому назад я проходила повышение квалификации в Москве. И там как-то случайно было какое-то большое мероприятие, серьезное. Была свидетелем разговора двух очень таких, уже солидных мужчин. Один говорит: слушай, говорит, хочется как что-то изменить у себя там в вузе. Что-то, говорит, стало скучновато, там вот такой разговор. А тот говорит: а у тебя есть худграф, говорит? Тот: нет, говорит, вот открой худграф. Понимаете, да? То есть он говорит, что с открытием худграфа у тебя жизнь совершенно изменится в другую сторону, в лучшую. Вот я об этом уже давно забыла, и вспомнив, я поняла, насколько это сегодня важно. И так бы хотелось, чтобы об этом знали и также думали люди, которые иногда нам угрожают. Но я думаю, что без нас никто не проживет. Без наших добрых улыбок, без наших творений, благодаря которым в зимний день мы находим рядом с пейзажами летними тепло. Когда в летний зной мы заходим рядом с зимним пейзажем, находим прохладу. То есть это только мы можем создать. Поэтому я вам всем желаю, я вижу вас здоровыми, красивыми, возмужавшими. И думаю, что мы будем жить очень долго, дружно, и не раз еще встретимся. Никогда наш худграф не закроют. Мы будем так жить, радоваться и радовать других. Желаю вам всем долгого здоровья. Так, а теперь я. Первый выпускник. Здравствуйте все, кстати. 40 лет я мечтаю сказать, как-то вот все не приходилось, сказать такие слова. Сейчас уже не модные. Спасибо партии и правительству, что открыли факультет художественно-графический в Башкортостане. Очень он был нам нужен, чтобы не ездить в какие-то другие области. Спасибо, что открыли таких интересных преподавателей, которые у нас учили. Спасибо правительству, что она озаботилась о культуре своей республики. И, конечно же, мы очень счастливы, что нам удается сочетать работу с радостью. Мы не работаем, мы счастливы и ходим на работу. Согласитесь, да? Да. Поэтому, конечно же, такое пожелание, чтобы наш факультет, наш родной, хороший, интересный факультет всегда был, всегда процветал. Долгой жизни графу. Спасибо вам всем. Творчество. Наши выпускники уже начали выступать, и преподаватели наши вообще-то были нашими выпускниками. Многие из них являются нашими выпускниками. Вообще, вуз, наш, в частности, факультет, он как бы велик, или вот на такой какой-то высоте, если это есть на самом деле, да, вот именно благодаря своим выпускникам. Вот я хочу слово предоставить тоже нашему выпускнику, известному скульптору, доценту Академии искусств Лобанову Владимиру Геннадьевичу. Пожалуйста, Владимир Геннадьевич. Здравствуйте, кого не видел. Все устали от слов, я постараюсь вас не задержать. Говорят, что 40 лет не отмечают. Но если вспомнить всех людей, которые здесь учились, которые здесь преподавали, и что они за это время сделали, то вот такой кусок времени и пространства образуется, что он вот в эти временные рамки, я думаю, не укладывается никак. Худграф — это, безусловно, явление уникальное. И вот та образовательная структура, которая 40 лет была создана, где студенты изучали и математику, и черчение, и перспективу, и методику преподавания, и еще к тому же живопись, графику, скульптуру, прикладную всю науку. Вот это заставляло людей так образовываться, такую обретать свободу в голове и в руках, что позволяло входить во все сферы человеческой деятельности. Я думаю, что подобные факультеты были необходимы тогда, когда мало было учебных заведений.
Они необходимы сейчас, когда человек уже с новыми технологиями, но должен обладать всей широтой предоставляемых ему возможностей, знаний, энергии. Только тогда мы сможем выжить завтра. Я хочу, чтобы мы помнили всех, кто здесь работал, учился, многих нет живых уже, чтобы мы помнили, откуда мы вышли, кому мы обязаны и кто мы есть на этом свете. Всем спасибо. Ну, уже было сказано, что факультет выпустил не только известных живописцев, графиков, скульпторов, художников прикладного искусства, но и дизайнеров. Вот хочу следующее слово предоставить одному из ведущих дизайнеров Российской Федерации, входящих в топ-10, Байгору Ильшаду. Пожалуйста. Здравствуйте. Я тоже не буду говорить долго. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо моим преподавателям, у которых мне посчастливилось. Ирине Павловне, конечно, Олегу Казановичу, Григорию Санычу, Александру Ивановичу, и, в общем-то, я думаю, что граф как и детство, это навсегда. И это всегда огромный теплый кусок моей жизни, который никогда никуда не денется, останется на памяти. Я всех поздравляю, всем говорю огромное спасибо. В общем-то, ура! Спасибо. Следующее слово я хочу предоставить, я стараюсь говорить быстро, чтобы вас не утомлять, очень успешному художнику, известному художнику не только у нас, мудрому человеку, Расиху Валерию. Я буду говорить тихо, все равно ничего не слышишь. Нет, я много говорить не буду, как все. Просто я хочу сказать, что граф — это наша молодость. И вот почему это все, когда мы встречаемся с ребятами, мы становимся сразу молодыми, потому что это граф. И спасибо всем нашим преподавателям, спасибо нашей молодости, и мы молодые, опять вот, когда приходим на выставку, когда встречаемся. Поэтому всех поздравляю с праздником, всем удачи, спасибо. Преподавателям. Здесь присутствует тоже один из ветеранов, долгие годы проработавший заместителем декана по воспитательной работе, Эмиль Михайлович Зинуров. Эмиль Михайлович, только в краткой форме. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Я, товарищи, приветствую, прекрасные выставки сделали и радостно ходить, просто труд показывать. Спасибо за руководство. Значит, художественный графический факультет готовит не только художников, а людей одухотворенных. И в том не просто быть талантливым, а талантливым своих детей сделать, внуков. Надо поступать на худграф. Потому что на первом же курсе взвешивается, что в человеке, какие художественные данные, какие технологические данные и так далее. Поэтому сейчас прекрасно ориентировать можно наших не только детей, а внуков, внучек. Понимаете, вот в этом плане поступайте и рекомендуйте художественный графический факультет. Я за это. У меня все. Знаете, я вот хочу специально слово дать Юле Егоровой Тухватулина, девичьей фамилии нашей выпускницы, которая очень здорово нам помогла. Юля, прошу 2-3 слова. Нет еще. Здравствуйте всем. Я вам дарю нас всех от нашей фирмы. Я очень рада, что я узнала, что 40 лет графа. Фотографии можно рассчитывать, да? А то в этом буре капитализма это вообще от искусства уже отходишь далеко-далеко. И поэтому всегда обращайтесь, всегда будем вам помогать, всегда будем поддерживать. Не стесняйтесь, фамилии я заставила ко мне обратиться. Заставила. Все, кто есть, как бы там Хасанович, все наши данные есть, можно. Мы будем помогать, всем художникам мы помогаем. Спасибо.
нас преподавали от нашего курса. Большого здоровья и, наверное, чтобы ваши студенты радовали и не огорчали, чтобы в них видели свое продолжение. Это самое главное. Ваш стиль, вашу музу, вашу гармонию. Новое творчество. Дорогие выпускники, гости, кто еще, кто хочет, да, пожалуйста. Вот у меня просьба, вот, кто хочет, вот так вот без приглашения просто выходите и говорить. Ближе. Здравствуйте. Можно говорить много. Мы 83-го года выпуск. Вот наших я вижу. Всех поздравляю с нашим таким большим юбилеем. Конечно, Кутграф имеет такую большую традицию и столько уже выпускает таких прекрасных учителей, творческих работников, но люди, которые есть, нашли в других отраслях. Но самое главное, вот, например, Кутграф имеет еще такую преемственность, что у многих дети закончили, у меня в том числе. Наверное, уже внуки собираются. Пусть живет Кутграф. Спасибо. И с моими. Yang
на холст. Это живопись, и это любовь. Вы гений. О, да, и вы гений. Дед, это вы гений. Меня зовут Сальвадор, Спаситель, в знак того, что во времена угрожающей техники я пришел спасти искусство от пустоты. Герой, спасибо, спасибо.
Дали наркотик, без которого нельзя обходиться. Но если вам совсем не моготу, то наш друг из медицинского университета поможет нам. Башқұртстан туған ерім, ерлі қайындар елім. Көкке ашқан ғырық таудар, қылғанлы дала елім. Қылғанлы дала елім. Башқұртстан туған ерім, қандуғастар үздік байрар, елғалы көлдер.
откровенные, сердечные, не умеют лгать, не умеют говорить. Я сколько вот узнаю, момент для того, чтобы открыть в этот год прекрасную выставку. Тут уже выставка немного другая. Выставка учащихся наших выпускников. Экспонируются работы детской художественной школы номер 2 города Уфы и Республиканской художественной гимназии интерната имени Тевкелеева. Также здесь висят работы, экспонируются работы студии «Радуга» из района нашей республики. Работы разнообразные, много работ прикладных, много живописных работ и графических. Я думаю, что это вот как раз все те направления, по которым работают как наши преподаватели, как наши выпускники. То есть вот это движение в искусство прекрасное продолжается в наших учениках. Я думаю, что в скором будущем вот эти вот талантливые дети окажутся в числе наших студентов. Мы на это надеемся. В выставке попрошу несколько слов сказать Инезу Эдуардовну, профессора, заведующего кафедрой изобразительного искусства. Пожалуйста. Всех поздравить с открытием этой выставки, потому что эта выставка логическое продолжение той, которую мы видели в зале Академии Кулуша. И если посмотреть, какие учебные заведения здесь представлены, то это наши коллеги, с которыми мы очень много лет работаем. И во второй художественной школе, и в РХГИ, и в студии проходит практику наш архитектурный факультет УГНТУ. Это и УГАЭС, факультет дизайна. И надо сказать, что художественное образование в нашей республике создано нашими выпускниками. И приятно, что эти люди занимаются и педагогической деятельностью, и художественной деятельностью, и самобытной картиной художественной жизни нашей республики во многом меняется благодаря труду тех людей, которые очень много вложили в создание художественного педагогического факультета. Это и Рустем Евгеньевич Фаркулин, это Александр Иванович Масленников, это и Рыбдины, Александр Семенович, Любовь Ивановна. Это, конечно же, Елена Павловна Фейнина, которой мы безумно благодарны. Это, между прочим, и Сережа Маджар, который успел и педагогом побыть, и которым мы гордимся как художников. И, конечно же, преподаватели уже более молодых поколений. Есть, по сути, очень многие преподаватели, которые здесь сидят, и прикладники, и художники, и кафедра дизайна у нас появилась, то, чего не было, к сожалению, в наши времена, но, по сути, факультет сейчас развивается, он меняется, он соответствует времени, и приятно, что приходит второе поколение, а то и третье поколение. То есть это такое уже семейное дело, учиться на фотографии, работать на фотографии. И приятно видеть вас всех сегодня, приятно видеть и педагогов, и детей. И все-таки давайте не будем забывать, что ДРАФ начинался как художественно-педагогический факультет, который готовит преподавателей. Хочется еще раз сказать большое спасибо тем, кто представил эти работы, и выразить свое восхищение моими однокурсниками, которые сейчас уже больше 30 лет работают в районах и которые привозят такие замечательные детские работы. Это, конечно, очень большой труд, и это общий праздник. Всех вас еще раз поздравляю и участников этой выставки. Немного, два-три слова. Вот Мария Тамирович, вы все знаете, это Вот вы знаете, я скажу очень просто. Я хорошо знаю МГУ, исторический факультет. Хорошо знаю исторический факультет Киевского университета, Ташкентского университета и, конечно, своего университета, где я работал. А вот почему-то вы
какие-то странные люди, самые живые воспоминания в моей творческой педагогической деятельности. Меня до сих пор, вот я горжусь тем, что я у вас был деканом. По-моему, ничего, так пытаться по-своему быть вам полезным. И самое главное, вот я вам говорю совершенно искренне, а я вас всех помню. А у меня студентов было очень много. А вас вот худграф помню, потому что худграфский студент — это, во-первых, искренний, во-вторых, честный и, самое главное, порядочнейший человек. Вот это... Я знаю, если кто-то в чем-то нуждается, худграфский студент мимо не пройдет. Мимо не пройдет. Он сделает все, чтобы облегчить состояние страдающего человека. Я сегодня, вы со мной не спорьте, потому что вы все равно и счастливее сегодня меня не сможет быть. Я так настолько счастлив, меня помнят, меня так встретили. Ради этого стоило жить. Вот, все большое. Слово Елена Сабина. Готовьтесь, тоже. Особенно кто здесь не работает. Я сначала пошучу, и вот мы здесь сидим. Что такое худграф? Лишь каждый раз вот я удивляюсь. Выпускница худграфа подошла с цветами. Белые цветы и один красный. Вот она всем белый, а мне красный. Понятно почему. Вот, понимаете, то есть худграф, выпускник, он всегда 24 часа в сутки, он художник. Чем он не занимался, как вот на Кирова выступали выпускники, и бизнес-вумен там, и везде работают. Но я хочу повторить то, что я на Кировске говорила, о том, что 40 лет – это очень серьезная дата для человека, для города, для страны, для государства, для факультета тем более. Это возраст, когда мы подводим итоги, когда подводим там черту и так далее. Состоялся. Вот эти выставки говорят о том, что возраст художественно-графического факультета, он не имеет значения, потому что такие работы, такие вещи. И то, что сегодня, вот о сегодняшней выставке я хочу два слова сказать, потому что когда я работала здесь, то в Белом зале были очень разные выставки. Я помню, студенты худграфа ходили на педпрактику, и как итоговое, как результат этой педпрактики, они привели детишек, начиная от 1-го класса, здесь были выставки, что-то они там делали, этот ребенок подошел к бабочке и так далее. Вот то, что худграф готовит уже смену, это вот сегодняшнее выставка. Так что художественно-графический факультет во главе с Толган Хасановичем мы никому не отдадим, мы должны вечно жить. Ура! Спасибо! Если такого нет, то мы, как всегда, подготовили дипломы таким вот всем участникам этой вот выставки. Разрешите мне вручить эти дипломы представителям этих учебных заведений. Ольга Александровна Разрешова, завуч детского художественного школы номер 2. Хотел бы поздравить всех преподавателей наших университетов. Университет нам дал основу фундамент знаний и спасибо большое всем преподавателям.
хотелось бы пожелать вам процветания, благополучия, здоровья, конечно же, и вперед двигаться. Да, да, все Не придет. Диплом первой степени.